Ассаламу алейкум, приветствуем всех. Это опять я, опять со своим телефоном, как говорится. Хочу разъяснить то, что я говорил по поводу бессрочного отпуска. Я думал, 15 лет это много, оказывается, были губернаторы, которые работали 27 лет, главы субъектов. Я не такой, оказывается, долгожитель, и единственный раз, меня не поддержали, мои подписчики, для того, чтобы я взял бессрочный отпуск. Вот первый раз меня не поддержали, за это тоже спасибо, На самом деле не было, такого, чтобы я ухожу из должности, или что-то другое, вообще, абсолютно, такого не было, Я просто сидел, в интернете и читал, И получилось так, что я увидел, что я самый долгожитель, на сегодняшний день среди всех, глав субъектов, И взял, телефон, записал ролик, подписал, и выложил, И там после этого, эксперты, политологи, не знаю, политики, уважаемые люди, начали делать, прогнозы, Меня куда-то ставят. Сейчас он будет это ведомство возглавить сейчас. Другое министерство, третье, десятое, Что там не говорили, про это, Я еще раз говорю, всем, политологам, экспертам, не спешите делать выводы, на самом деле, ваши, все, как это, доводы, или как правильно сказать, были, неправильными, потому что, я вам даю слово, и мне никогда, не предлагали, должность, я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем переходить на другую должность, я никогда, не перейду, из республики куда-то на другое ведомство, потому что у вас, сегодня президент наш, многоуважаемый Владимир Ильич, сказал, такие слова, надо жить, по-моему, ради того, чтобы можно было умереть, примерно такие слова были, Я живу, ради своего народа, за которого, я готов умереть, Я не раз доказывал это, Поэтому у меня должность, священная должность, обязанность, даже такое, даже нету, потому что в моем должности я отвечаю пред Всевышним, за все, что происходит в этом регионе. Я отвечаю перед народом, я отвечаю перед президентом, страны, Поэтому я должен очень ответственный, Я никогда,
не оставлю свой народ, да. Я в команде нашего первого президента, да. Я не работаю, да. Поэтому, куда бы я не пришел, или меня не уволили там, или сказали, чтобы я подал отставку, и от пути Ахмата Хаджи Кадырова, да, меня никто не остановит и не переведет. Поэтому не переживайте, не делайте, да, оценки, да, когда бы, что бы ни случилось, я вам надаю, да. У меня единственная, да, мечта, да, быть мэром города Грозного, да, и все, да. На другую должность, да, я никогда не пойду, да. И у меня нет опыта такого, да, чтобы занимать другие должности, да. Поэтому будьте любезны, да, господа политологи, эксперты, хорошие люди. Я пока служу, да, и занимаю этот пост, пока до тех пор меня, да, не попросит, да, уйти мой народ или наш президент, да. Так что мы всегда вместе. Когда мы вместе, да, мы непобедимы, да. Поэтому у нас очень много дел, не только в республике, да. У нас ответственная задача – это безопасность нашего государства. И все мы должны мобилизоваться, да, объединиться, да, и выйти сегодня, да, на защиту нашего государства, да. Против нашего государства работает огромный, да, механизм машины, да, который, да, снабжает, да, десятки государств. И туда едут, да, очень много наемников, которые снабжают Запад и Европа, НАТО, да, с вооружением, с деньгами. Россия проводит там только, да, спецоперацию, да. И наш президент, чтобы не было, да, жертв, максимально старается, да, контролировать ситуацию, чтобы военные, другие компетентные органы, да, другие разные, да, войска, да, спецподразделения, да, работали точечно, да. И если это была бы война, то давно бы закончилась бы, да. Если бы президент, да, он дал бы поручение Министерству обороны, да, проводить наступательную операцию, да, то вы, я думаю, не сомневайтесь в моих словах, то за неделю, да, там можно, да, закончить эту спецоперацию, да. И несмотря на то, что там их снабжают самым, да, так скажем, новейшим оружием, да, со всеми, да, нужными, да, вещами, да. Поэтому российский народ сегодня должен, да, объединить все усилия, да, и стать, да, рядом с президентом, за президентом, чтобы отстоять нашу целостность и безопасность государства, да, не на сегодняшний день, а в будущем, да. Потому что против нас, против России работает не сегодня Южная Осетия, другие, да, мероприятия, да, которые они проводили после Чеченской Республики, да. Украина, да. Зачем Америке, да, нужна Украина?
зачем они их снабжают, зачем они дают миллиарды долларов. И это не за Украину, да он. Они хотят, да он, через Украину поближе подойти к нашему государству и диктовать свои условия. Да. Поэтому сегодняшняя спецоперация – это завтрашний наш день. Будет ли наше подрастающее поколение жить в мире и согласии? Или их ожидает то, что сегодня творится в Европе? Бескультурие, несоблюдение религиозных ценностей. Девушка не может назвать себя девушкой, мальчика не можешь назвать мальчиком, потому что это сегодня хотят в их государствах. Поэтому я призываю всех, и Чеченская республика активно участвует в проведении спецоперации. Мы будем отправлять спецподразделения. Сегодня они готовы. Мы освободили Луганск. Мы освободили Мариуполь. Это все знают. И сейчас ведем наступательные действия в Донбассе. Забираем села. Зашли в город. И в ближайшем будущем еще несколько тысяч бойцов поедут на защиту нашего государства, участвуя на спецоперации на Украине. И мы все должны быть готовы в любое время выйти, если нужно взять лопату, если нужно взять оружие, и готовы выйти, чтобы помочь нашей армии, нашему народу, государству, нам самим себе. Поэтому желаю всем нам мира, скорейшего завершения спецоперации на Украине, уничтожения этого сатанизма, это бандеровцев, как они их называют, азовцев, или шайтанов, разных слоев. Уничтожим, уничтожали и будем уничтожать. Ахмат сила, Россия мощь. Мы добьемся победы на Украине. Аллаху Акбар.